Я видео ставлю, Маша, это все. Я не вырежу. Давно уже не готовили грибной суп. Вот, и вытащила из морозильника грибы. Муж сказал мухомора. Не сказал Вот это. это да. Не сказал это. Мы приготовим сегодня шанишки. Шанишки со сметаной. Ароматно, друзья, думаю, и грибы, и шанишки, и это все очень-очень вкусно. Чолен дона йортьяс. Всем привет, дорогие друзья! Это канал Серегины рассветы ведет свою передачу. Ладно, шутки шутками. А мы сегодня на... Я видео ставлю, Маша, это все. Я не вырежу. Шутки шутками, да. А мы сегодня на кухне, и я собираюсь готовить сегодня грибной суп. Давно уже не готовили грибной суп. Вот, и вытащила из морозильника грибы полуготовые. Вот здесь у меня где-то 400 грамм. Вот. И Сереже захотелось грибов покушать. Ой, суп очень из грибов. хочу. Очень Вот хочу. сегодня хочу это сейчас приготовить. Давайте я, друзья, с вами тоже поздороваюсь. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте всем, всем приветы. Чолом, как сказала Маша, чолом это значит мы вас приветствуем, дорогие друзья. Чолом дона йортьяс. Здравствуйте, дорогие товарищи. Это точный перевод. Вот. Знаете, как же мне надоел этот куриный суп. Маша тоже, Маша сегодня сказала, как же, говорит, мне надоел твой куриный суп. А знаете почему? Я по состоянию здоровья очень, практически, кроме куриного супа, это и ничего и не ем. Бульон, куриное мясо вареное. И говорит, надоело это все мне, и мне тоже надоело. Взяли 400 грамм грибов. Тут белые и моховики. Да, Это- вкусные грибы. Да, очень вкусные. В этом году, к сожалению, на сушку мы не собрали грибы. Не было времени. Да, у Маши не было времени, это понятно. Так, где-то у нас кастрюля на 2,5 литров и 400 грамм замороженных, отваренных предварительно грибов. Мы никогда грибы, кстати, не храним в свежем виде. Многие там говорят, что почему свежим не замораживаете. Это вообще кошмар Это будет. совсем другое. Да. Это не сравнить вот то, что вот уже полуготовое. Это самый лучший, как говорится, Вариант. вариант. Да, самый лучший вариант. Так. Ставим на плиту наш суп. Пускай он закипает, варится, солить, перчить и все остальное, что будем добавлять в этот грибной суп, мы будем после уже закипания все показывать. Но между тем, друзья, у нас еще одна такая. Маша сейчас расскажет, что же она хочет еще, пока суп наш варится. Готовится, да. Мы приготовим сегодня шанишки. Шанишки со сметаной. Давно уже тоже не делали. Вот, и очень захотелось что-нибудь приготовить к чаю. Самые простые шанишки, которые мы не часто, конечно, уже, это получается уже давно уже мы не делали. Ну, потому что летний- лето было, да. Лето было, никогда было выпечками, но вот пироги видели то, что вот делали, а вот шанишки еще не готовила. И сегодня вот хочу еще приготовить шанишки со сметаной. Самые простые, самые доступные. И я считаю, что из простых выпечек это достойное место занимает из самых вкусных. Со сметаной. Выходные раз быстренько приготовили. Это вообще очень быстро. Простокваша, сметана, в данном случае у нас кефир. Хватит болтать, давайте делать. Ой, Серега может болтать так долго, что устанет и зритель, и ты, Маша, устанешь, и сам Сергей устанет, а рот его не устанет, он будет болтать и болтать. Надо его закрыть, наверное, немножко, да? Да, тупкивом-то, я Все, хорошо. Тупкавом-то и куда снимать, не куди, пожалуйста. Шанга. Делаем тесто. У меня здесь 250 грамм кефира. Сюда кладу соду. Пол чайной ложки соды положила. На полную пачку 0,5 идет
Значит, чайная ложка, полная чайная ложка соды. У меня половина, взяла пол чайную ложку. Разбиваем сюда потом 2 яйца. Как кефир. Спенился, да? Да. Ну, сода работает. Так, сюда добавляем. У меня яйца маленькие. И я кладу 2. А так одно надо. Так, одно, да. У меня Даже одно, я вам скажу, даже одно надо на полную пачку кефира. кладу сахар. Ну, по ощущениям, я смотрю, да, чайная ложка тоже. Немножечко, да. Просто там ложка, она... Кладу сахар. Кладу соль. тоже примерно чайная ложка. Кладу с большой ложкой, потому что привыкла с большой ложкой. Просто соду кладу вот маленькой, а остальное потом все привыкла к большой ложке. А я тоже, как Антошка в той песне, люблю большую ложку, чтобы покушать. Так, дальше кладу сюда сметану. У меня здесь остаток. Сладкий сладкий. Остатки сладкие. Вот ложу сметану. Большая ложка с горкой. Ну и потом масло растительное. Это обязательно. Ложку растительного масла. А я вот не кладу, Маша. Когда я делаю, я не кладу. В хлеб, как мне мама говорила, масло растительное это обязательно. Ну, я не знаю. Я вот когда делаю такие шанишки, я тоже иногда пеку такие шанишки, но я не кладу. Всегда нужно. Хоть печешь вот эти буханки хлеба, масло тоже кладется обязательно. У меня здесь, 350 было. так, да, 350 муки. Посмотрим, сколько у меня уйдет. Специально, друзья, для вас я померял в граммах и сколько останется. Мы же не знаем, сколько здесь останется. Мы не знаем, сколько понадобится, вернее, точно. И вот сколько останется, я потом высчитаю и вам скажу. Здесь в миске было 350, а потом посчитаем. Покажу, какого состояния тесто должно быть. Такая очень-очень густая сметана. Потому что я никогда не меряю, я все делаю на глаз. Это- Если спросят, я даже сказать не могу, что я сколько кладу. Это как-то примерно, все примерно. Между тем у нас, друзья, закипает там суп. Пенку убрать, чтобы не забыть. И пускай варится этот суп. Так, включаем духовку. О. Да. На сколько градусов? 220. 220 поставили. Потому что жар для этой выпечки надо максимальный. Большой. Не максимальный, но большой. Беру ложку. Теперь буду мешать ложкой, потому что я понимаю потом уже Густоту. густоту уже ложкой, да. Вот такой густоты должно быть тесто. Вот такое примерно. Ты прям как Александр Македонский. 7 дел одновременно успеваешь. Знаешь такого полководца, Мария? Вот он, говорят, 7 дел успевал делать. Закипел суп. Вот эту пенку, белую пенку убираем. И уже по дому пошел такой приятный запах, вкусный запах. Аромат такой Лето, от грибов. лето, Маша, лето от пахнет. грибов. Белые грибы. Ой, какая красота. И аромат И такой- мухомора. Мухоморы.
и ароматные моховики там еще. Муж сказал мухоморы. Не сказал Вот я так. это да. Не сказал я так. Зрителям послушалось, это и не так сказал. Так, пенку убрали. Я прям не могу уже все. Это у нас не готовка, а комедия уже получается. Ну, пенку убрали. Как это? Это мне удалить или не удалить? Вот это. Оставлю. Оставлю, пускай зрители тоже поулыбаются немножко. Готовы мухоморы. Так, Нет, извините, мухоморы. зрители, конечно, это у нас, само собой, такая шуточка вышла. Суп закипел у нас, пенку убрали, кладем перловку. Можно, конечно, не добавлять перловку в свежие грибы, но Сереже захотелось с перловкой суп покушать. Так-то мы в сухие грибы добавляем. Вот. Ну что, друзья, я обещал вам сказать, сколько у нас муки уйдет. Ушло 250 грамм, 100 грамм, то есть осталось. Вот, 350 было, 100 грамм осталось. Вот так. 250 грамм кефира и 250 грамм муки получается. Вот. Ну а теперь вот такие у нас формы. Это старинные такие, очень давнишние формы. Наверное, этим формам лет 50. Ну да. Больше? Не 52 год, да. Скоро 52 стукнет. Этим формам тоже. Этим формам тоже, друзья, 52 года. Вот так. Смазываем наши формы. Знаете, мы смазываем так-то рябчиковым крылом. Но в этом году у нас никакая охота ни к черту. И рябчиков в дефиците. То есть нету. Нету ни рябчиков, ни глухарей, ничего. Есть пару штук, чем нас угощали. Ну, уже все. Я вот снимаю, друзья, никак не могу успокоиться с этим мухомором, конечно. Вышла у меня промашка. Что еще смеется надо мной? Не смейся. Да. Ну вот это один лишний получился. Ну вот как раз 8 штук. Все варится, все парится, и скоро будет к дополнению к аромату грибному в доме. И есть он пахнет, друзья, очень такой, грибы дали, такой лесные грибы дали аромат такой по всему дому. Еще скоро пойдут аромат выпечки свежей выпечки. Так, духовка у нас еще не готова. А пока будем мазать сметаной. Вот такие. Ну, кто-то называет это лепешки, кто-то называет наливные шанги, кто-то вообще за шанги не считает, но это у нас говорят шанги. Яты шанга, по кому говорят. Яты шанга это тесто шанга. Быстрые такие шанги к чаю. Ну, вот вы сами убедились, за сколько это можно приготовить. Очень быстро. У нас духовка готова. Отправляем в духовку на 10 минут. А там посмотрим. Ну, может, чуть-чуть подольше, но главное, чтобы жар был высокий. Если жар низкий, например, 180 градусов, эти шанги будут не пропекаться, не румяниться, они будут сохнуть, высыхать и все такое. Можно даже следить. Вот мы сейчас на середину поставили, да? Можно через 5 минут повыше поднять, чтобы он зарумянился. Но это в процессе надо всегда следить. Каждая духовка же своя. Вот. Пока все, как говорится, варится, выпекается, Маша решила порезать лук и пожарить на сливочном масле. Это уже суп у нас идет. Очень мелко рубит лук. И грамм, вот там где-то 20 грамм примерно сливочного масла. Вкус сливочного масла делает суп еще вкуснее.
Кладу примерно столько соли, ну а потом посмотрим по вкусу уже. Вытаскиваем наши шанишки сметанники. И у нас они сегодня в этот раз что-то больно раздулись. Обычно они должны падать. Они такие вот, как колобочки, Маша, как колобочки сегодня шанишки-то получились. У нас и там лук уже подгорает, надо с мукой развести. Немножко кладет туда вот, там 2 ложки муки. Лук жарили где-то минут 5. Но я еще маслица добавила немножечко. Муку положила, да, как будто сухое получилось. Еще добавила сливочного масла. Это уже я выключила. Ну, это самым последним будем добавлять в суп. После картошки уже. Так, вернулись к нашим шанишкам. Таким мини-шанишкам. Смазываем вообще не пером, не кисточкой, а прямо вот кусочком масла. С обоих сторон. Видите, как все зарумянилось, ничего не подгорело. Все очень красивенько. Ароматно, друзья, думаю, и грибы, и шанишки, и это все очень-очень вкусно. Шанишки мягкие, ну-ка, покажи вот наши. Смотрите, какие они. Очень мягкие. Вот такая красота, друзья, здесь образуется. Смотрите, такие. С чаем это на ура зайдет. Такие румяные, что снизу. И самое главное, мягкие. Очень мягкие. А в супе у нас остались картошка и лучок с мукой обжаренный. Минут 10 минут еще. И потом будем класть уже картошку. Кладем картошку. У нас минут 40-45 минут, наверное, прошло вот. Кладем картошку. Так, добавляю соли еще немного. И сюда еще немножко воды добавлю. Вода выпарилась. Вот, и нужно еще водичку добавить. Добавляем лук. Лук, обжаренный с мукой на сливочном масле, дает такой своеобразный вкус. И цвет меняет. То есть не чистый бульон получается, такой непрозрачный уже бульон у супа получится. И очень-очень замечательный аромат. Ну, еще минутка, 2-3, и у нас суп будет готов уже. И можно уже потом и пробовать наш вкусный суп с грибами. Так-то суп, друзья, очень горячий. Суп готов. Но мы все равно попробуем на камеру. Сейчас немножко чуть-чуть буквально остынет из кипятка. Вот такой цвет у бульона от жареной муки поменялся. И он непрозрачный. Это очень даже большой плюс. Ну, во всяком случае для нас. Ну, этот суп тоже, конечно же, очень вкусный со сметаной. Со сметаной. Обязательно, друзья, добавляйте сметану. Ну что, пробуем наш суп со сметаной, О, с маслом. с маслом. Ну да, масло, лук же. Маслом, сливочным маслом жарили. Хоть бы сейчас не ошибиться. Грибы у нас белые грибы и маховики. Белые грибы, они такие, как такие важные грибы. Как называются эти? Королевские грибы или что ли?
А маховики, они простые грибы, но очень ароматные, очень вкусные. Есть он пахнет, друзья. Ну как? Вкусно. Конечно, вкусно. Как потом здесь можно сказать? Чускид. Изев чускид, пур чускид. Коть кujiten széjsaj. Коть жарите мен, коть пражите мен, коть чосне, коть тушит, коть пу. Да, свежие чакис, тавис чускид. Будь ногис. Чакашид. По-коми грибной суп переводится как чакашид. Чак это гриб, суп, ну, шид это суп. Вот. И очень ароматный. Я прямо это самое, я как съемку закончу, обязательно сейчас тоже скушаю тарелочку этого ароматного, прекрасного супа. Ну а сейчас тоже, чтобы не быть голословным, вкусный да вкусный говорю, я тоже угощусь, если ты не против, ложечкой хотя бы бульона. Вот. У меня действительно, друзья, полный рот, как говорится, аппетита. Хочется попробовать очень. А вкусно-то как. А белые грибы-то как хрустят. Они прям мурч-мурч делают. Да, хватит, наверное. Так ведь я все равно это самое не наемся. Я потом после видео этого супа тарелку сразу, наверное. Ну и, Грибы естественно, хрустят. ароматные шанишки со сладким чаем, очень аппетитно будет. Уже доела, я даже не успел приятного аппетита тебе сказать. Ну, шанишками чай попьешь, приятного аппетита тебе. Ну вот, такой вкусный суп. Ну что, на этой вкусной ноте, на этом лесном аромате и прекрасным ароматом шанежек и вкусом шанежек, вкусом домашней выпечки заканчиваем этот ролик. Всем пока, друзья, и желаю вам добрых и вкусных рассветов. Всем пока. Пока-пока. До новых встреч на нашем канале. Ну а мы постараемся, надеюсь. Мало сейчас снимаем, потому что все ж таки еще очень много дел у Маши, и не получается чаще снимать. Ну, я думаю, как снег выпадет, то свободного времени чуть-чуть да добавится. Все. Все. Угощаемся. Я спешу, я спешу.